Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона работает Татьяна Курманова. Напоминаю, что вы можете слушать нас круглосуточно, если настроите приемники на частоту 105,9 FM. Смотрите наши трансляции, пишите под ними вопросы нашим экспертам, ну и звоните в студию, озвучивайте их самостоятельно, высказывайте свое мнение. 8 800 10 06 926, номер для крымчан бесплатный, 044 490 31 18, если вы на материковой части Украины. Тема дня. Сегодня будем говорить о том, как в Крыму работают судьи. Крымская правозащитная группа задокументировала группу судей, которые нарушают права человека, незаконно преследуют крымчан, кто судит крымчан на аннексированном полуострове, какие законы они нарушают, кто стал судьей-рекордсменом по приговорам в уголовных и административных делах, реагируют ли судьи на нарушения, которые допускает прокуратура, почему жители полуострова преследуются за свободу мирных собраний, будут ли нести ответственность судьи-предатели, принявшие российскую присягу. Ну и нашелся ли экс-глава апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, которого не так давно объявили в розыск. На эти темы поговорим в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Я приветствую в нашей студии эксперта Крымской правозащитной группы Александра Седова. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Крымская правозащитная группа уже давно фиксирует кейсы с незаконным лишением, не только с незаконным лишением свободы, да, но и другие моменты, где отмечают судьи, которые очевидно неправомерно, да, вот эти выносят приговоры. Вот ваш новый доклад о чем говорит нам? Ну, последний доклад мы просто промониторили ситуацию с преследованием людей, жителей Крыма, за свободу мирных собраний. То есть участников мирных акций и людей, которых расценивают как участников мирных акций. Собрали количество приговоров, то есть в данный момент мы зафиксировали 363 приговора в отношении жителей Крыма с момента оккупации. В том числе, конечно, мы фиксировали судьи, которые выносят эти решения. То есть решения явно неправомерные, поскольку свобода мирных собраний вообще не должна ограничиваться, если это не грозит национальной безопасности. Тем более используя законодательство страны оккупанта, что нарушает и международное гуманитарное право. И в связи с этим, то есть мы как собрали количество людей пострадавших, как количество штрафов, то есть это общее количество штрафов уже приближается только за свободу мирных собраний к 4 миллионам. Это за какой период? Это с момента оккупации. То есть за последний год мы делали аналогичный мониторинг в прошлом году, за последний год вынесено решение на 1 миллион практически. И плюс еще добавилось 100 новых приговоров. Если говорить об уголовной ответственности, да, для участников мирных собраний, как часто вносятся такие приговоры, фиксировали ли вы их? Именно по участникам мирных собраний возбуждено 2 дела, это достаточно известных дела. Первое 26 февраля, это дело в отношении участников одного из митингов, который проходил под Верховной Радой Крыма 26 февраля 2014 года. По этому делу уже вынесено в отношении Ахтема Чийгоза как организатора, вынесено приговор 8 лет лишения свободы, но в дальнейшем Россия его попросту выдворила с территории Крыма и передала его Турецкой Республике. Ахтема Чийгоза судил судья Виктор Зиньков, да, в Верховном суде Крыма, и он ему тогда присудил 8 лет лишения свободы. В вашем отчете фигурирует ли Зиньков? Да, Зиньков именно в этом отчете фигурирует как человек, вынесший максимальный приговор именно в отношении участников мирных собраний. Мы вчера записали заместителя председателя Меджилиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Он как раз вспоминал о том, как Виктор Зиньков вел себя во время судебных заседаний. Давайте послушаем, и потом продолжим наш разговор. Точка зрения. На примере Зинькова можно говорить об участи людей, которые при Украине, в Крыму,
они понимали, что такое судебная система, а при России, при всей интеллигентности, при всей попытке соблюдать юридические нормы, я больше года с ним, они мое дело вели, я могу это говорить, есть о чем сказать. И я видел, как он спотыкался о указания ФСБ. Когда мы очевидные вещи, ну, например, пример приведу. Идет трансляция, мы отслеживаем факты 26 февраля по видеоматериалам, представленным Следственным комитетом, прокуратурой. И там видно, там пошагово смотрели, и видно, кто провоцирует, да, с той стороны, как вот эти в черных одеяниях. И я говорю, это тоже я организовал там их вот этот вот провокации. Вот, например, он так говорил. Ну, по Ахтем Зитулаевичу, он меня очень редко называл подсудимым, и он говорил, Ахтем Зитулаевич, по представлению прокурора, по мнению прокурора, это тоже вы делали. Хотя там видно, что пророссийские и газ брызгают. Но, как мы с адвокатом Николаем часто отмечали, к ним приставили судью Козырев, если я не ошибаюсь, с России. И он первое время на судах, когда у нас шли споры с Зиньковым, он в жесткой форме требовал от Зинькова, значит, не удовлетворять ходатайство, которое мы подавали. То есть на его примере очень ярко видна марионеточность, даже если ты как человек хочешь показать свою воспитанность, там, принципиальность. Но это скорее исключение, потому что я видел судей Верховного суда, которые открыто, и председатель Верховного суда, который открыто выражал свое шовинистическое отношение по крымским татарам и вели себя вот как захватчики. Им нравился оккупационный режим. Точка зрения. Это был заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, который вспоминал, вот как его судили, и судил его Виктор Зиньков, присудил его 8 лет. И вот Ахтем Чийгоз, например, говорит, что он пытался соблюдать юридические нормы, да, но вот поскольку у него был надсмотрщик, условно, с ФСБ, рядом судья с Россией, поэтому ему приходилось принимать марионеточное решение. Вот как вы считаете, это исключение из правил, либо это показательная картина, и судьи в Крыму сейчас так и работают? Ну, прежде всего, хочу сказать, что Зиньков действительно образованный человек, и как судья он должен был читать и международное гуманитарное право, и понимать, что страна-оккупант не имеет права распространять свой уголовный кодекс на оккупированную территорию и использовать законодательство. То есть он знал, что он нарушает закон в любом случае. И то, что они служат марионетками, да, действительно, в принципе, это касается не только свободного мирного собрания, это касается и уголовных дел в отношении как мусульман, так и так называемых диверсантов, и в отношении нарушения свободы религии, свободы слова. Дел массы. Это показывает, что просто это не правосудная система. Судьи являются ширмой для репрессивной машины, которую проводит Российская Федерация на оккупированной территории. Надо кого-то наказать, накажут, несмотря на то, что есть доказательства невиновности, что нет никаких доказательств виновности человека. Это не важно, в принципе, если есть распоряжение о том, что человека надо посадить, его посадят, несмотря ни на какое правосудие и возможность справедливости. Как, например, вот яркий пример тому дело Владимира Балуха, да, вот накануне ему на месяц всего этот срок уменьшили, и вот теперь есть надежда, кстати, что Владимир останется на территории полуострова? Надежда есть, но, в принципе, с учетом того, что мы вынесли срок уже больший предыдущего, то есть большая вероятность, что все-таки выведут за пределы Крыма на территорию Российской Федерации. Да, действительно, дядя Балуха, ну, это как один из примеров. Все свидетели обвинения являются подчиненными якобы пострадавшего лица, который, в свою очередь, является руководителем места заключения, где находился Владимир Балух. То есть, несмотря на то, что все свидетели были явно заинтересованные лица, подконтрольные так называемому потерпевшему, суд это принял во внимание всех свидетельств, не рассмотрел никаких свидетельств и ходатайств, практически там менее трети ходатайств от защиты было принято во внимание, вынес приговор явно неправосудие, только потому что человека надо было посадить и продлить ему срок, чтобы его можно было в том числе вывести из Крыма. А судьи, которые вели дело Балуха, вы тоже фиксировали их в отчете? В этом отчете нет, поскольку он касается именно свободно-мирных собраний. Но свободно-мирных собраний это только маленький участок, потому что свободно-мирных собраний в основном это административные дела, которые рассматривают определенные судьи. Это касается и судей региональных, так и судей в Верховном суде. Тот же Адин, например, который вынес более
30 решений в Верховном суде на апелляции, это только касается участников мирных собраний. Но то, что касается уголовных дел, там совсем другие так называемые герои, там свои рекордсмены. Например, судья Виктор Можелянский вынес уже гораздо более 30 дел. Это судья Киевского районного суда Симферополя. Это касается и приговоров, и решения о продлении сроков содержания под стражей. То есть все его решения связаны с лишением свободы. Если тут в основном это штрафы, то в уголовных делах это все-таки лишение свободы. Плюс судья Галина Редько, которая работает в Верховном суде, рассматривает именно уголовные дела, но и тоже уже гораздо больше 30 решений, когда она рассматривала апелляции на продление. Там вообще довольно интересная ситуация в Верховном суде, связанных с решением о продлении сроков содержания под стражей. Дело в том, что после какого-то периода, например, очень много это дело в крымских мусульман, обвиняемых в причастности к Хизбут Тахрир, решение о продлении срока содержания под стражей выносят уже в так называемом Верховном суде Крыма. Апелляцию на это решение рассматривает тот же самый Верховный суд Крыма. И в принципе получается так, что одна группа судей рассматривает дело, продлевая сроки содержания под стражей на 2 месяца. Потом эти просто меняются. Те же самые судьи принимают решение, рассматривают апелляцию на свои решения. Ни о какой правосудности говорить нельзя при таких условиях, потому что одни и те же судьи принимают решение как и о продлении, так и рассматривают апелляции на это решение. А, кстати говоря, вот в России и в Крыму, в частности, в аннексированном, как работает система? Она условно, да, автоматическая, то есть распределение дел, как и в Украине, автоматическое происходит, да? Ну, то есть есть какая-то система, которая, вернее, не автоматически, а случайно определяет судью, ведущую дело. Ну, теоретически да, но по факту не такое уж большое количество судей, как в Верховном, так называемом Верховном суде, так и в районных судах. Поэтому и там распределение, кто занимается административными делами, кто хозяйственными делами, кто уголовными делами. И поэтому, в принципе, одни и те же люди постоянно выносят одни решения. В деле, например, Владимира Балуха закончилось тем, что закончились судьи в Раздольнинском районном суде, которые в отношении него возбуждали уголовные дела, и пришлось как-то этот вопрос решать, привлекая посторонних судей. Кстати, часто ли берут в таких вот политически окрашенных делах судьи самоотводы? Это считается, да, одним из показателей того, что некоторые люди хотя бы хотят частично сохранить лицо, как говорится. Ну, это бы говорило о правосудности, но в Крыму, к сожалению, об этом говорить не приходится. Есть несколько решений, очень малое количество, это меньше 1%, когда судьи в случае административных дел, это не касается уголовных дел, прекращали дело в связи с отсутствием состава преступления. Или, например, выносили решение, не связанное со штрафом, а, ну, грубо говоря, на этот догана. Угу. Я тоже не могу сейчас перевести, но понятно. Смотрите, вот вы сегодня вспоминали, да, Можелянского, а ведь Можелянский один из большого ряда судей, да, из числа судей, которые остались и изменили присяги. Вот мы с представителем прокуратуры Крымской будем еще об этом говорить, но вот последние данные, вернее, те, которые на самого начала говорилось, которых 275 украинских судей изменили присяги. Да, и вот они все сейчас работают в Крыму. Есть ли возможность вообще их, на ваш взгляд, хоть как-то привлечь к ответственности вот за изменение присяги? Вот пока мы не знаем ни об одном, да, прецеденте. Ну, в отношении их можно ждать не только по изменению присяги. Следует помнить, что на начало оккупации многие судьи оставались судьями, фактически их никто не увольнял. И в отношении их можно возбуждать, во-первых, дело неправосудные решения, это одна статья, незаконное лишение свободы, это другая статья, группа лиц по сговору, то есть... И это уже не совсем политическое, потому что если обвинять их только в нарушение присяги, преследовать их через Интерпол будет тяжело, поскольку Интерпол такие дела не рассматривает и не принимает во внимание. Их можно будет преследовать только если они вдруг окажутся на территории Украины. И здесь можно, если у них есть какая-то недвижимость, блокировать их счета, блокировать их имущество. Но преследовать их за рубежом будет проблематично. Но если их обвинять в вынесении заведомо неправосудных решений, например,
или в незаконном лишении свободы, поскольку после их увольнения они фактически судьями не являются. Никакого отношения они не имеют к правосудию, и, в принципе, это сговор группы лиц для незаконного лишения свободы человека. В принципе, это можно рассматривать по уголовной статье уже по обычной и объявлять таких людей в розыск. Плюс, в отношении судей Украина может обвинить их также в нарушении правил международного гуманитарного права, но больше я бы все-таки преследовал лиц, которые непосредственно распространили юрисдикцию на Крым. Эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов. У нас на связи уже начальник управления прокуратуры Крыма, но мы прежде примем звонок от слушателя или слушательницы, а затем продолжим. Здравствуйте, кто вы, как вас зовут, откуда вы, и есть возможность у вас высказаться в эфире или задать вопрос. Алло, Харьков, Игорь, вот у меня вопрос и к вашему гостю, и вот сейчас будет у вас гость другой. Вот такое, значит, все олигархи, русские, то есть российские, украинские, судятся за рубежом в английских судах, потому что там справедливые суды. А у нас такие суды, как кто что ему скажет, так и будет. А вот теперь по поводу, вы говорили, что делать с этими судьями, которые убежали, которые судили майдановцев, а если применить им такие вещи, как израильский Моссад, вылавливать их по всему миру и расстреливать? Спасибо. Спасибо вам за ваше радикальное мнение. Я напомню, что вы можете звонить в студию 8 810 06 926 044 490 31 18. Прокомментировать, Александр, хотите? Я как правозащитник не склонен к уничтожению людей без суда и следствия, но, в принципе, объявлять их в розыск за рубежом в том числе, я думаю, это надо делать и обвинять этих людей согласно международному гуманитарному праву и нарушению Европейской конвенции по правам человека. С нами на связи Светлана Блудова, начальник управления прокуратуры Крыма. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот по скольким судьям открыто производство по так называемым судьям-предателям? В провадженні слідчих прокуратури Автономної Республіки Крим є тільки одне провадження стосовно таких суддів. Це стосовно колишнього голови Автономної Республіки Крим, голови апеляційного суду Автономної Республіки Крим Чернобука. Щодо інших суддів, то дані провадження перебувають у провадженні слідчих Генеральної прокуратури. Тому даною інформацією я не володію і більш детально я вважаю, що вам необхідно звертатися за коментарем до Генеральної прокуратури з цього приводу. Да, я отмечу, что мы написали запрос в ГПУ и ждем ответа. Мы эти цифры обязательно озвучим в следующих наших эфирах. Вы отметили, сказали о Валерии Чернобуке, который возглавлял апелляционный суд Крыма и вот недавно объявлен в розыск. Есть ли какие-то новости о его судьбе? Провадження зараз проводяться слідчі та розшукові дії, в тому числі щодо встановлення місця знаходження даної особи. То, в принципі, більш детально, я вважаю, що я не можу розкривати, оскільки є таємниця досудового розслідування. Він перебуває у розшуку. Вместе с Чернобуком еще несколько судей из Крыма приехали. Вы по ним проводили проверки? Это вот Андрей Мазница, Андрей Леонов и Алексей Иванченко. Ми не проводили стосовно даних осіб жодних перевірок, оскільки дане провадження перебуває в провадженні Генеральної прокуратури. Стосовно Чернобука було виділено в окреме провадження, фактове провадження, і скеровано до прокуратури Автономної Республіки Крим саме за цим фактом. Тому ми проводили досудове розслідування і повідомляли дані особи про підозру. Щодо інших осіб, це провадження Генеральної прокуратури. Спасибо большое. Начальник управления прокуратуры Крыма Светлана Блудова была на связи с нашей студией. Говоря
о Валерии Чернобуке, возглавлявшем апелляционный суд Крыма, следует, наверное, напомнить нашим слушателям предысторию, почему же его объявили в розыск. И давайте послушаем нашего коллегу, журналиста Сергея Макрушина, который напомнит о ситуации с Чернобуком. Чернобук был очень активный в дни оккупации Крымского полуострова. Он лично засвидетельствовал представление Натальи Поклонской в фейковой прокуратуре Республики Крым. Он опубликовал на сайте, который находится в доменной зоне gov.ua, это украинский правительственный, по сути, да, портал. Он опубликовал там свое обращение к судьям, где призывал их брать российское гражданство. На этом сайте апелляционного суда Крыма был уже к тому времени российский герб. Но надеждам Чернобука на то, что он возглавит судебную власть уже в оккупированном Крыму, не суждено было сбыться, потому что у него, насколько мне известно, есть давний конфликт с Сергеем Аксеновым, и поэтому Чернобук оказался в списке персон нон-грата, персон, которым нежелательно быть на территории Крымского полуострова, и очень скоро вынырнул уже на материковой части Украины. Там он не растерялся, он записался в АТО, послужил 45 дней начальником бани в тылу АТО, где-то вот под Днепропетровском. И после этого был переведен указом президента Порошенко на должность в апелляционном суде Днепропетровской области. Работал в городе Кривой Рог. Конечно, это ситуация, когда человек сначала передает в Крыму судебную власть в руки оккупантам, а потом продолжает выносить решение именем Украины уже на материковой части, не могла пройти мимо нас. Мы о личности господина Чернобука постоянно говорили, постоянно поднимали эту тему, как и Центр журналистских расследований, да, вот чье интервью сейчас является одним из основных материалов в деле, так и другие средства массовой информации к этой теме подключились, потому что очевидно, то, что сделал Чернобук, этому должно дать оценку как минимум следствия и суд. И мы эту тему не оставляли. Доходило даже до такого, что вот Чернобук, он продолжал выносить решения именем Украины в городе Кривой Рог, пока мы к нему туда не приехали, и он тогда только сказал, что он увольняется из судебной системы. Но после того, как его уволили, постановлением Верховной Рады Украины за нарушение присяги, он попытался возобновиться на этой должности. И, насколько мне известно, он этих попыток не оставляет до сих пор. То есть вот такую вот фактически безнаказанность мы видели этого человека. Вот за эти 4 года он себя довольно-таки спокойно чувствовал на украинском материке. И последние годы он работал даже советником мэра города Днепра. Почему именно сейчас это дело, я не знаю, но единственное, что я могу сказать, что я очень надеюсь, что прокуратура, она не зря работала 4 года до того, как вынести Чернобуку подозрение о совершении преступления. Я надеюсь, что у прокуратуры есть много доказательной базы надлежащего качества, которое позволит действительно дать суду исчерпывающую оценку тому, что этот человек сделал. Я напомню, что это был Сергей Макрушин, журналист, который напомнил нам о судьбе экс-главы апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который после переезда в Украину, после того, как Крым аннексировали, он, напомню, выносил приговоры именем России, переехал в Украину, выносил здесь от имени Украины приговоры в Криворожском суде, был потом советником мэра Днепра, и после того, как уже неоднократно общественность и журналисты обращали на него внимание, вот он наконец-то объявлен в розыск. И якобы вот найти его не могут, хотя есть информация, что Чернобук не уезжал с территории Украины, но она пока не подтвержденная информация. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о крымских судьях. И в нашей студии Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Вот, Александр, а вот как вот быть с этой правовой коллизией? Вот судьи, которые в самом начале аннексии, да, еще выносили, были же такие случаи, вы их фиксировали, когда именем России там выносится приговор, при этом печать украинская и прочее, прочее. Вот эти все приговоры, вынесенные этими людьми, считаются уже априори незаконными по всем нормативным международным актам? Да, все приговоры, вынесенные именем Российской Федерации на оккупированной территории, являются с точки зрения международного права незаконными, поскольку, согласно международному праву, должно быть выполнено 2 условия. Россия не имеет права трогать судей, которые работали при Украине. То есть до оккупации судьи должны оставаться, Россия их не имеет права ни увольнять, ни менять, ни как-либо вмешиваться в их решения.
И б, они должны выносить решение согласно Уголовному кодексу Украины, а не Российской Федерации. В принципе, если судья выносит на оккупированной территории приговор согласно Украинскому кодексу именем Украины, это не является преступлением, это нормально. Но если судья начинает выносить решения, которые даже не считаются преступлением с точки зрения Украины, то это явно незаконное решение и ничего общего с правосудием с точки зрения международного права не имеет. Россия не может распространять свое законодательство на оккупированную территорию, поскольку некоторые законы, достаточно многие, имеют разные приговоры по разным преступлениям, разные сроки назначаются. Некоторые вообще не считаются преступлениями, как, например, по делу крымских мусульман людей преследуют за участие в Хизбут-Тахрир, которая в Украине не запрещена, и их не могут преследовать за участие в террористической организации, поскольку в Украине она не террористическая организация. То есть, и таких дел достаточно много. Чернобука мы не фиксировали просто потому, что он не засветился в делах, которые мы рассматриваем как политически мотивированные преследования. То есть мы больше собираем информацию о судьях, которые именно участвовали именно в таких делах. Поэтому у нас в списках, например, не все более 200 судей, у нас в списках около 60 судей, из них четверть – это граждане Российской Федерации, приехавшие уже после оккупации и работающие сейчас в Крыму в качестве судей. Это Верховный суд и суды Севастополя. А интересно, есть ли информация вот о том, сколько судей, ставших, да, как мы их называем, судьями-предателями, вот их было 276 человек на момент аннексии, вот сколько из них осталось в судебной системе? Вы не подсчитывали? Я не считал, но я знаю, что в конце 2014 года, насколько я помню, проводилась аттестация судей, и не все судьи прошли аттестацию, некоторых заменили, некоторых уволили. Я думаю, это же коснулось и Чернобука, он просто не прошел аттестацию, в итоге он решил уехать. Я думаю, если бы он прошел аттестацию, остался, он бы сейчас был бы так, что главой так называемого, раньше это был апелляционный суд Автономной Республики Крым, сейчас его переименовали в так называемый Верховный суд Крыма, сейчас бы он был одним из судей, как минимум, так называемого Верховного суда Крыма, и был бы у нас в списке как человек, который непосредственно занимается политическими преследованиями. Ну и позволю себе предположение, что аттестацию он не прошел как раз-таки из-за конфликтов непосредственно с Аксеновым, о чем не говорилось неоднократно. Он ранее выносил хозяйственные решения по делам Аксенова и одного из экс-глав финансов Крыма там, по поводу долга большого. Но это уже отдельный разговор. И я хотела отметить еще одну коллизию, ведь большинство судей, оставшихся в Крыму, ведь они от украинского гражданства и не отказывались. И получается, они сейчас нарушают и российское законодательство тоже, являясь как бы гражданами и Украины, и России. Но я, насколько знаю, никто не лишен гражданства Украины, поскольку отказаться от гражданства, есть определенная процедура, и ни один из судей, по-моему, эту процедуру, насколько я знаю, не проходил. Они являются все гражданами Украины. То, что они написали заявление в России, что они не считаются гражданами Украины, никакого юридического последствия не имеет, потому что Россия не имеет права решать граждан Украины гражданство. С точки зрения международного права, они опять же не являются гражданами России, поскольку Россия не имеет права раздавать свои паспорта на оккупированной территории. И, в принципе, с точки зрения Украины, они не являются точно так же гражданами Российской Федерации и с точки зрения большинства стран мира. Поэтому то, что их назначают судьями, явно идет разрез даже с законодательством Российской Федерации, поскольку они фактически все остаются гражданами Украины. Те судьи, я имею в виду, которые остались работать, которых не прислали уже с регионов России. Мы сегодня говорили о списках судей, являющихся рекордсменами, вот, в частности, по делам за мирные собрания в оккупированном Крыму. Какие еще вы фиксируете такие нарушения, которые не типичны, например, для российской системы? Вот как отмечают многие адвокаты, приезжающие сейчас. Вот то, что происходит в Крыму, не происходит больше ни на каких территориях, да, условно российских. Большинство, они все-таки более-менее привычны для российских реалий. Преследование за религию, оно практически везде применяется, свобода собраний тоже, свобода слова преследуется в России и выносятся решения. В некоторых российских регионах уже начинают преследовать за лайки, а не за репосты или публикации, как в Крыму. За лайки пока что я еще не знаю в Крыму преследований. Но нетипичным, например, является преследование Ахтема Чийгоза. 8 лет – это максимальный приговор
приговор, насколько я знаю, даже для российских реалий за организацию, как они это рассматривают, массовых беспорядков. Такие сроки не выносили. Но это максимальный срок именно как наказание за это. Плюс нетипичным является преследование за высказывание Крым Украина. То есть, в принципе, в России не так много людей преследуется за сепаратизм. В Крыму это уникальный случай, людей преследуют именно за сепаратизм. Спасибо большое. Эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов был гостем нашей студии в эфире радио «Крым Реалии».